Пресс-тур «Блогинг-2018» подошел к концу. Участники подводят сегодня итоги своего небольшого путешествия по республике и делятся впечатлениями от увиденного с главой региона. Сегодня мы для себя открыли другую Ингушетию, которую раньше никогда не видели. Мы действительно считали, что Ингушетия представляет из себя не то, что мы увидели, а такой немножечко отсталый регион, в котором, скажем так, традиции и обычаи, которые есть, они несовместимы с европейской культурой, которая нам свойственна, как европейцам. Но сегодня мы приехали и увидели, что для европейца открыты двери Ингушетии, и мы очень рады понимать, что страна внутри страны Российская Федерация стерта границы. Я гражданин Украины, и Марк Еремин, он тоже гражданин Украины. И несмотря на это, мы живем в России и ведем бизнес в России, и ведем YouTube-канал в России. То есть у нас наша компания, она развивается в 7 странах на сегодняшний день, и мы имеем международное влияние на свою аудиторию. С большим удовольствием хочу констатировать, что в своем блоге мы с огромным удовольствием расскажем об Ингушетии и о вашем гостеприимстве. Идея проведения в республике форума «Блогинг-2018» изначально принадлежит Юнузбеку Евкурову. Как подчеркнул руководитель субъекта, сегодня социальные сети имеют большое влияние на политику всего мира. О туристическом потенциале и достоянии стран, субъектов или городов люди узнают именно через всемирную паутину. А по мнению главы, у нас как раз-таки есть что показать и чем гордиться. Когда мы показываем Ингушетию, свою республику, в том виде, который она есть, без всяких там показушных вещей, вы, которые находитесь в регионах Российской Федерации, опять же понимаете, что Ингушетия – это такой же регион, как все регионы, со своими проблемами, плюсы, минусы. Вы больше сами, во-первых, понимаете, какая у нас огромная страна, какая культура, традиции, обычаи, которые совершенно не противоречат там каким-то федеральному законодательству. Ну и плюс через вас люди не только страны, но и во всем мире будут узнавать нашу страну все больше, лучше и ярче. А блогеры со своей стороны признали, что багаж воспоминаний у них просто переполнен. Каждый из них в обязательном порядке намерен вернуться вновь. Также они попросили Юнузбека Евкурова поговорить с главами других субъектов, чтобы те переняли опыт организации подобных пресс-туров. Для меня было удивлением, что у нас в России вот взяли и организовали такой, по сути, не форум больше, а пресс-тур такой. Такие мероприятия нужно организовывать часто, потому что у меня прошлое большое было с телевидением связано, и страны, которые пытаются организовать у себя туристический поток, они обычно организовывают такие вот пресс-туры. Да? Тоже возят, показывают свои красоты, и потом журналисты снимают и показывают на своих там, каналах, либо площадках, где они расположены. Вот круто, что вы первые, наверное, сделали в России такой ход. Диалог главы с блогерами выдался довольно-таки интересный. Обсудили самые разные темы. Напомню, что в течение 2 дней делегация блогеров успела побывать как на равнине, промышленных и сельскохозяйственных объектах, так и в горной части республики. О, это прям вот ради этого можно было приехать в Ингушетию. Прям переполняет горы, просторы, просто сумасшедшие впечатления, сумасшедшие ощущения. Очень хочется приехать снова, я просто поеду сюда на машине. Не будет никаких туристов, никого. Просто приехать, остановиться, чтобы никто не мигал, не звал никуда, не дергал. Просто чтобы время остановилось. Сесть и чтобы все остановилось. Вот. Спасибо большое. Обязательно. Пусть остановится время именно здесь и сейчас. Ну и как же без подарков? Известный дизайнер-модельер Иван Лашманов преподнес всем участникам форума и главе региона презенты, изготовленные на его фирме. Так как вы у нас патриот, это одна из самых таких интересных коллекций моих, да? А кто у нас не патриот? Да, то есть президентский чехол. Отлично. Это наше производство. То есть мы осваиваем и стараемся быть конкурентоспособными в Европе. И, конечно же, фотосессия. Сегодня блогеры уезжают, забрав с собой частичку нашей культуры и истории. Но, как говорится, обещали вернуться. Нидира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.